Музыка сопровождает нас всю жизнь. Музыка — это не просто набор нот, это то, что помогает нам задуматься. С ее помощью мы выражаем свои чувства, эмоции. Мы можем радоваться, грустить, переживать, влюбляться. Сказать, что я просто люблю музыку, было бы, наверное, неправильно. Мои чувства к ней гораздо сложнее. Это часть моей жизни, часть моего творческого взросления и становления как личности в этом переменчивом мире. Музыка — это прекрасно. Любите музыку, и вы увидите жизнь в новых тонах и новых красках. Марат у нас родился в семье третьим ребенком. Вообще-то у нас семья музыкальная. С раннего детства он мечтал стать большим артистом. Я знал очень много песен. В основном мама меня учила этому. Разучивали, конечно же, песни мы с папой или с Ренатом. Для моего Маратика, конечно, сцена — это не что-то новое. Он у нас на сцене с 2 лет, первый раз вышел еще когда был совсем-совсем маленький. Еще даже не все слова выговаривал. Самое первое выступление мое было где-то, наверное, в 2,5 или ближе к 3 годам. Это было в Нижегородском Кремле. Во всех мероприятиях они участвовали, они выступали. Ну и, конечно, Марат выступал в маленьких таких костюмах. Люди очень любили, зрители любили, аплодировали, ждали его выступления. Ну и как-то все вот с этого и пошло. А дальше уже стал выступать в Сочи. Впервые выступал в Ялте, фестиваль Сюймбике Аварислары у нас там был. Во многих городах нашей страны и везде привозил первые и вторые места. Когда я переехал в Москву, все, в принципе, и началось. Параллельно я начал ходить в агентство, в которое я прошел кастинг, «Фабрика детских созвездий». Я старался совмещать свою учебу, пытался, точнее, с тем агентством, с которым я начинал работать. Но с этого периода у Марата началась совершенно другая артистическая жизнь. Это много конкурсов, много фестивалей. Алла Борисовна Пугачева, X-Factor, телевизионный конкурс. Он стал финалистом этого замечательного конкурса. В 18, наверное, в 19 я попал в компанию «Академия Старс», компании Яны Рудковской, где она занималась, так скажем, талантливыми детьми, прокачивала их, продвигала. Сегодня мы приехали к моему самому первому педагогу по вокалу и самому, наверное, любимому Нине Вячеславовне. Кстати, мой портрет до сих пор здесь висит в Академии Старс. Вот посмотрите на меня, какой здесь гламурный, с гитарой. Когда я слышу имя Марат Ярулин, возникают многочисленные воспоминания. Мыслимое ли дело в таком юном возрасте стать солистом театральной компании Stage Entertainment и стать артистом в таком сложном жанре, как мюзикл? А сейчас это авторские песни, народная музыка. А мне, как человеку, который, возможно, интересуется очень многими народами нашей большой земли, посчастливилось прикоснуться к татарской культуре, не понимая ни единого слова, понять ее через того человека, который хотел научиться, хотел достичь определенных высот и хотел самовыразиться через родную музыку, родное слово. У него это получилось, мне кажется, очень хорошо. Человек с открытым сердцем Марат Ярулин достоин звания артиста, народного артиста в России и в Татарстане. Такой проект под названием «Русалочка». Это уже ближе к 2012-2013 году. Это для меня уже был, наверное, очень большой проект. Я прошел там, получается, 3 тура кастинга. Меня утвердили на одну из главных ролей. И это для меня дало просто нереальный опыт. Я попал в такую атмосферу, где люди уже были самые настоящие профессионалы и знали свою работу.
В 2014 году он стал лауреатом первой премии в замечательном международном конкурсе «Татарман», телевизионный конкурс. Это большой толчок стал для его профессии, это стало большой дорогой для того, чтобы он все-таки еще больше осознал, что нужно работать в этом направлении, что нужно петь родные свои песни, нужно стремиться к этому, стремиться к своим традициям, к своим истокам. Мы начали писать песни, начали их записывать, и как-то так все получилось, что это пошло все серьезнее и серьезнее, и мы решили, что нужно серьезно этим заняться. И на сегодняшний день у меня уже есть свой сольный альбом из 11 песен. Также, конечно, мы снимаем клипы. На данный момент мы плодотворно работаем над концертом, который состоится 22 декабря. Самый первый мой концерт, который сольный, который мы поставили, это было 8 мая, состоялся на моей родине, на сцене, на которой начинались мои первые шаги вообще. На сегодняшний день мы активно репетируем нашу программу, отрабатываем песни, номера, новые песни, новые номера. Собираемся на каких-то репетиционных базах, отрабатываем все с командой. В общем, полным ходом идет работа над концертом. Сегодня у нас репетиция. Вот. Едем на репетиционную базу. Репетиции у нас проходят почти 2 раза в неделю, а то и 3, так как концерт состоится очень серьезный, большой. Приходится много работать, чтобы все было качественно, и чтобы народ, зритель остался довольным. На концерте, помимо тех песен, которые уже полюбили мои зрители, также мы готовим совершенно новые песни. Вы сможете их услышать, оценить. Мы их готовим, сейчас записываем, делаем аранжировки. Также хочу сказать, что в моем репертуаре очень много разных песен, и каждый зритель может найти для себя именно свою песню. Это одна из моих новых песен. Написала мне ее Гүзәлия. Ну, для Марата, конечно, это первый огромный большой шаг. Его сольный концерт, который планируется, как мы уже сказали, 22 декабря в концертном зале «Королевский». Он старается, мы все стараемся, все работаем, хотим, чтобы праздник прошел на ура, чтобы наши зрители остались с нами довольны. И у нас в планах, конечно же, в 2018 году сделать уже небольшой тур по разным городам, возможно, даже районам, потому что интерес есть. Люди спрашивают, когда концерт в Казани, в Челнах, в Уфе, в других разных городах. И мы хотим попробовать с 2018 года сделать такой небольшой тур. Перед тем, как поставить число и дату концерта, мы смотрели много концертных залов, но в итоге остановились на концертном зале «Королевский». Я не знаю, я почему-то вошел в этот зал, и мне он сразу понравился. Как-то вот душевно и спокойно. И, как-то вот бывает же, нравится что-то, да, и сразу. И больше ничего и не нужно. Вот. И мы решили, что сделаем концерт в Москве именно в этом зале. И мы надеемся, что этот зал вас не разочарует, а наоборот только понравится. Много всего интересного обещает концерт Марата Яруллина. Повторюсь, его первый большой сольный концерт в Москве. Много сюрпризов ожидается.
том числе и я, конечно же, тоже буду выступать на этом торжестве, на этом прекрасном концерте. Так что приходите, все, ну, лучше всего увидеть, чем несколько раз услышать. Так что всех ждем 22 декабря 2017 год, концерт на Зал Королевский.